Актуальные проблемы в сфере поддержки местного товаропроизводителя стали очередной темой дискуссионного клуба, который прошел на базе офиса единороссов. Пришли представители предприятий, исполнительной власти и общественных организаций, чтобы определить пробелы. Как в законодательстве, так и в организационном звене процесса все-таки взаимодействие производителей и торговых точек пока не налажено. Ольга Коняева знает, к чему привела встреча. Начнем с преснопамятной такой акции или такого явления, которое было совсем недавно заметным «Выбирай наше». Да? Когда-то мы очень активно с вами двигали или пытались, по крайней мере, двигать наших своих производителей продовольственной продукции. Где-то это получалось, где-то были недоразумения, но тем не менее опыт был в целом положительный. Акцию по продвижению собственных брендов в регионе незаслуженно забыли. Меж тем реклама собственного фреш-продукта дала бы результат, считает писатель-модератор Григорий Спичак. В пример приводит соседнюю Кировскую область. Но кто должен заниматься этим? Думать о маркетинге нашим фермерам пока некогда. Задача – произвести товар. Мы производим молока, 25% от того, что надо. Мы производим мясо, 28% от того, что нам надо, около 30%. Мы производим яйцо, но, извините меня, 50% от того, что нам надо. Понимаете? А Киров по большинству вот этих позиций производит столько, сколько может сам съесть, и еще и на сторону продает. Как наладить рынки сбыта – еще один больной вопрос. Вспомнили и закрытие ассорти, и переезд главной ярмарки выходного дня из центра на площадку бывшего рынка. При этом покупателя там завоевывали годами, а лишились постоянных каналов сбыта фермеры в один момент. Открываются новые региональные магазины, но раскрутиться быстро не так-то легко. Затраты немалые. К нам они обращаются, говорят, нам нужно вот на сегодня такие-то товарные позиции закрыть, нам желательно сюда притянуть такой-то район. Мы помогаем, потому что получается иной раз, что у нас и не хватает продукции. А вот кому все достается легко, так это федеральные сети. Сегодня в Коми таких уже 4. И даже закон, обязавший продавать местную продукцию, пока не дает желаемого результата. Например, товар размещается на заведомо невыгодных местах, объемы закупки малы, а цены, наоборот, завышены. Сети хотят, делают все, что хотят. Допустим, на нашу продукцию наценка начинается в сетях от 50% и до 90% колеблется. Когда мы разговариваем с сети, они нам говорят, ваша продукция не продается. Но при уровне маржи в 90% она, конечно, не будет продаваться здесь, потому что мы рядом, здесь наши магазины находятся. И тут важно не только наладить контроль за исполнением законодательства, но и установить четкие правила игры для ритейлеров. Определить планку надбавки, по крайней мере, на социально значимые продукты, расширить перечень и объем закупки. Если рынок станет доступен фермерам, то и они захотят, а главное смогут развиваться, а не только крупные предприятия. Это надо законодательно, да, чтобы какой-то они процент, вот такой-то процент, они торговали местной продукцией. Обязать. Не договариваются, а обязать. Пришли на нашу территорию, будьте добры, торгуйте нашей продукцией. Участники дискуссионного клуба решили выработать законодательные рекомендации для депутатов, которые смогут продвинуть их на федеральном уровне. Кроме того, работу по продвижению местных товаров предложено ввести новым критериям оценки муниципальных глав, а еще организовать учебные площадки по продвижению и рекламе собственной продукции. Ольга Коняева, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.